Ежедневно этот поезд перевозит около 20 тысяч человек, и каждый из них может узнать хотя бы чуть-чуть о Дальнем Востоке, а значит и о нашей республике. Например, что такое хумус или для чего нужен чорон. А еще настоящими брендами Якутии наравне с вечной мерзлотой и алмазами стали бизоны и праздник Исэх. На стенах поезда также можно найти и задачки по географии из ЕГЭ, и традиционные загадки народа Саха. Такому двойному погружению и под землю, и в якутскую культуру удивляются не только москвичи. Стас Черемкин, студент второго курса РУДН. В Москву из Якутска он приехал 2 года назад. И на этом поезде вместе с друзьями часто добирается до учебы. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Курская. The next station is Kursk. Вдали от дома я могу чувствовать частичку родины здесь, в Москве, в столице нашей страны. Я думаю, что это очень познавательно как и для москвичей, так и для тех, кто уехал учиться сюда, так как здесь все очень круто выглядит, все очень современно, модно. Дальневосточный экспресс исправно катит по рельсам около 5 месяцев. Главная его задача – это реклама самого отдаленного российского региона. Здесь можно узнать не только про белых медведей и камчатские гейзеры, но и про дальневосточный гектар и о льготах для молодых специалистов. Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей Родины, больше жителей России знали о том, что Дальний Восток – это прекрасный край, что он развивается, что сегодня 26% прямых иностранных инвестиций, которые приходятся на территорию России, идут на Дальний Восток. В скором времени этот состав может измениться. В конце прошлого года в нашей дальневосточной семье произошло пополнение. В федеральный округ вошли Бурятия и Забайкальский край. А Министерство Дальнего Востока с марта курирует и арктические зоны, которые имеют стратегическое значение. Естественно, развитие всей страны невозможно без развития Арктики. Это и природные богатства, это и богатство, в том числе с точки зрения сохранения уникального экологического наследства, которое у нас как раз есть, богатство, которое у нас есть в Арктике в стране. И очень хорошо, что сегодня решением президента уже принята такая концепция, что этим будет заниматься Министерство Дальнего Востока, которое уже преобразовано в Министерство Дальнего Востока и Арктики. В московском метро много именных поездов. Они посвящены кинофильмам, праздникам, героям и наукам. Есть даже целая картинная галерея на колесах. Это, конечно, все очень красиво, правда, прокатиться на них не так просто. Эксперты отмечают один неудобный нюанс. Ремонтировать такие составы сложно. Заменять неисправные вагоны по отдельности нельзя, они уникальные, так что в депо отправляется сразу весь поезд. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.